Женская сборная России по гандболу со счетом 31-22 обыграла команду Испании в первом матче предварительного раунда чемпионата Европы. Соревнования проходят в Дании. Лучшим игроком встречи была признана левая полусредняя россиянок Влада Бобровникова, отметившаяся 4 результативными бросками. Весомую лепту в победу над вице-чемпионками мира внесла и вратарь Анна Седойкина, которая отразила 45% бросков. Россиянки набрали 2 очка и возглавили турнирную таблицу группы B, в которой помимо испанок с ними будут соперничать представительницы Чехии и Швеции. В следующем матче 5 декабря наши гандболистки сыграют со шведками. Футболисты московского ЦСКА проиграли австрийскому Вольфсбергу в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на стадионе Веб-Арена и завершилась со счетом 0-1. Единственный мяч на 22-й минуте забил нападающий гостей Дарио Визингер. После этого поражения армейцы лишились шансов на выход в плей-офф турнира. Они идут на последней строке турнирной таблицы группы К, имея в активе 3 очка. Возглавляет квартет загребская «Динамо», у которого 11 пунктов. Вольфсберг идет вторым, набрав 7 баллов. Третью позицию с 5 очками занимает Фейенорд. В заключительном 6-м туре предварительной стадии ЦСКА в гостях сыграет с «Динамо». Встреча пройдет 10 декабря. Намного успешнее на Евро-арене выступают баскетболисты ЦСКА. Армейцы в рамках домашнего матча регулярного чемпионата Евролиги одержали победу над греческим Олимпиакосом. Игра завершилась со счетом 80-61. Самым результативным игроком матча стал американский защитник российского клуба Майк Джеймс, набравший 16 очков. ЦСКА одержал 8-ю победу в 12 играх текущей регулярки и вышел на первое место турнирной таблицы Евролиги. Олимпиакос идет на 10-й позиции, имея в активе 5 побед в 10 встречах. В следующем туре армейцы на выезде сыграют с подмосковными «Химками». Матч состоится 11 декабря. Московская «Динамо» в гостях со счетом 7-2 выиграла у екатеринбургского автомобилиста в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей по дублю оформили Оскар Линдберг и Дмитрий Кагарлицкий. По одной шайбе забросили Юса Хиетанен, Данил Тарасов и Дмитрий Яшкин. У хозяев льда дважды отличился Брукс Мейсек. «Динамовцы» занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. На их счету 40 очков. Екатеринбуржцы с таким же количеством баллов идут 6-ми на Востоке. В следующем матче 5 декабря «Динамо» на выезде сойдется с уфимским Салаватом Юлаевым, а автомобилист днем позже в гостях сыграет с казанским Акбарсом. Перейдем к событиям нашего региона. Все 3 якутских боксера, выступающие в весе до 49 килограммов, проиграли четвертьфинальные поединки в 6-й соревновательный день чемпионата России, который проходит в Оренбурге. Борис Сидоров, который на этом турнире представляет Москву, уступил Игорю Царегородцеву из Татарстана. Михаил Прокопьев проиграл действующему чемпиону России челябинцу Эдмонду Худаяну. Валерий Толбан-Егоров, в свою очередь, потерпел поражение от Володи Нацаканяна из Московской области. Таким образом, на чемпионате страны свое выступление продолжает только один якутский боксер – Василий Егоров. Лидер якутской команды сегодня в полуфинале весовой категории до 52 килограммов встретится с Артуром Нагопетяном из Москвы. Михаил Иванов стал серебряным призером первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 23 лет. Турнир проходит в Смоленске. Воспитанник училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, выступавший в весовой категории до 57 килограммов, в финальной схватке со счетом 10-0 уступил представителю Дагестана Мусе Мехтиханову. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!